Доброе утро, дорогие телезрители! Мы приветствуем всех! Сегодня понедельник, и, как обычно, в это время на телеканале Якутия-24 НВК Саха мы приветствуем всех, кто только проснулся, а, возможно, кто-то уже и собирается на работу, либо в школу. Доброе утро, дорогие наши друзья! А кто-то, может быть, уже и работает вовсю. Возможно. И смотрит нас, чтобы работа складывалась еще более весело и неприхотливо, скажем так. Собственно, действительно, будем вновь вместе с вами новый наступивший день встречать. Сегодня у нас понедельник. Кто-то скажет, что день тяжелый, мы скажем, что день интересный. Действительно, интересного очень много, и этим интересно будем с вами сегодня делиться. Ну вот, например, как всегда, по традиции, в понедельник узнаем, что же сулят звезды нам на эту неделю. Астрологический прогноз у нас будет. А также, Паша, сегодня мы поговорим с нашим юристом на очень интересную тему – брачный договор. Да, а Туяра Филиппова расскажет о новом, скажем так, явлении в налогообложении, в налоговой системе нашей страны. Это единый налоговый счет. Что же это такое, как с этим нам придется жить и насколько сильно-то он упростит нам жизнь? Одна из любимых тем – это, конечно, мир животных. И сегодня мы поговорим об отпечатке носа, ведь это новый способ идентифицировать своего питомца. Ну, в гостях в студии побеседуем с учащимся городской классической гимназии Ратибором Алексеевым, который разработал свой собственный кодекс по правам и обязанностям ребенка. Ну, я думаю, самое время просыпаться, немножко потянуться и, так сказать, оставаться ближайший час вместе с нами, потому что вся эта полезная информация будет в течение ближайшего часа. Да, ну и можно еще немножко потанцевать с утра, чтобы зарядиться, потому что в концу эфира пообщаемся с очередной парой участников телепроекта «Якутия-24 Танцуй». И, наконец, самое приятное, мы разыграем место в зрительном зале на финал проекта. Поэтому будьте внимательны, уже через несколько минут вам нужно будет правильно ответить на наш вопрос, который чуть позже прозвучит. Ну а прямо сейчас поговорим о погоде. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 42 градуса. В Заречной группе 32-42 ниже 0. В южных до минус 26. В Вилюйской группе 23 ниже 0. В Нижнеленских 39 со знаком минус. В западных 17-27. В Колымендигирской группе улусов 37-53 ниже 0. В Янских районах до минус 46. На северо-западе 25 градусов мороза. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 35 градусов. Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 2,5 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 26 градусов. Погода нас радует, Паша, и вот как ты и говоришь, что прям хочется и петь, и танцевать, так сказать. Да. Ну, кстати говоря, несмотря на то, что существенно потеплело, как бы последствия вот природных таких явлений климатических, они вызывают сейчас, ну, не множество, конечно, но частенько различные техногенные ситуации. Вот так, например, в Москве из-за обильного снегопада городские службы работают в режиме повышенной готовности. Высота снежного покрова достигла 36 сантиметров. Это вообще новый максимум нынешней зимы там. Ну, а у нас в Якутии минувшим вечером энергетики восстанавливали электроснабжение заречных районов. Из-за аварии на линии Майя-Чурапча под ограничение попали, собственно, потребители Чурапчинского, Амгинского, Татинского, Усьмайского, Тампонского районов. А через несколько часов подачу электроэнергии восстановили. Между тем, по сообщению администрации Верхневилюйского улуса, там наблюдается неустойчивая телефонная связь и интернет-связь с полным пропаданием вообще связи. Причина — повреждения линии, оптической линии между Касылсыром и Вилюйском. Ну вот бывают, да, такие аномальные происшествия, но я думаю, у нас есть достаточно много спецслужб, которые обязательно все это дело исправят. Да, которые трудятся без выходных и праздников зачастую. Но говоря о праздниках и выходных, хорошая новость в том, что эта неделя наступившая, она будет короткая, укороченная. А вот кто работает стандартную пятидневку, поработают трехдневку, потому что в среду у нас укороченный день, в четверг у нас 23 февраля праздничный день, а 24 февраля тоже будет выходной. Почему? Потому что 1 января в этом году выпало на воскресенье, и праздничный день как бы перенесли на 24-е. Ну, в общем, ты запутал, наверное, многих телезрителей. Не все с утра могут принять столько информации. Проще говоря, с четверга по воскресенье мы будем отдыхать официально. Но это не касается тех, кто работает шестидневку. 25 февраля для них все-таки будет днем рабочим.
Но тем временем для кого-то из наших телезрителей мы предлагаем воскресенье провести с пользой. Ну а самое главное, конечно же, посмотреть наш проект «Танцуй». Ну а кому-то повезет, ведь сегодня именно в прямом эфире кто-то из вас получит вот такое замечательно пригласительное. Это на 2 персоны, то есть 1 плюс 1. Задача наипростейшая. Каждый понедельник мы проводим небольшую викторину, конечно же, на тему танцев. Необходимо как можно быстрее дать правильный ответ на наш телеграм-канал, который вы видите прямо сейчас. В общем, даже если вы не являетесь участником этого телеграм-канала, просто можно вот отсканировать сейчас QR-код, который вы видите перед собой, да, обязательно подписаться, прочитать вопрос и дать ответ. Да, ну а мы вопрос озвучим. Он Давай. есть и в Телеграме, он написан, можете его там прочесть. Тем не менее, в Майами в 1988 году был установлен мировой рекорд по самой длинной линии танцоров. Какой танец они исполняли и сколько человек приняли участие в этом, то есть выстроились в шеренгу? Вот такой вопрос. Вот такой ответ. Отправляем на телеграм-канал. Первый, кто ответит правильно, получит то самое пригласительное. И, кстати говоря, многие наши телезрители, кто уже имел такую возможность побывать на этом проекте, просто восхищаются всем происходящим в студии, эмоциями. Конечно, это непередаваемые ощущения. Да. Но тем временем сегодня, помимо того, что нас ожидают выходные длительные, сегодня начинается масленичная неделя в России. Ну, сначала будет, как ее называют, на 2 этапа она разделяется, это масленица. Первый этап, да, трехдневка, потом широкая масленица на всю неделю. Ну, это говоря о том, что начался такая декада праздничная, будут люди печь блины, будет народные гуляния, будет весело, задорно. Сидеть дома в одиночестве во время масленичной недели не рекомендуется. Это время, когда следует от души погулять и повеселиться. Нельзя отказываться, если кто-то хочет к вам наведаться. Принимать гостей следует в чистом доме. Успейте все подготовить за время узкой масленицы, накрыв богатый стол. И не забывайте, что вы также смело можете к кому-то и заглянуть. Хождение по гостям на этой неделе – одна из главных традиций праздника. Ну и, собственно, если к вам кто-то наведался, нужно их радужно встречать их в чистом доме. При этом, если вы кому-то наведуетесь, вас тоже там должны аналогично встретить. В общем, можно всю неделю по гостям ходить, там кушать, питаться. Очень интересный лайфхак для студентов, я думаю. Ну вот с этого наша неделя начинается. А прямо сейчас, дорогие друзья, давайте мы еще узнаем о том, какими событиями сегодняшний день также знаменателен. На календаре 20 февраля. Сегодня отмечают Всемирный день социальной справедливости. Первый день масленичной недели. По народному календарю – День Луки или Могучница. На Руси в этот день было принято печь пироги, естественно, с луком. Следили на луку и за погодой. К примеру, в полуденный ветер сулил урожай яровых. А вот редкое природное явление зимний гром в этот день считалось нехорошим знаком. Этот день в истории. 20 февраля 1909 года был опубликован первый манифест футуризма. От этой даты принято отсчитывать историю футуризма, одного из крупнейших течений европейского искусства начала XX века. В 1975 году в этот день в Советском Союзе учрежден День войск противовоздушной обороны. В 1986 году на космическую орбиту выведена научная станция «Мир». В этот день родились Белла Кун, венгерский советский политический деятель и журналист; Порфирий Иванов, русский целитель, автор популярной методики оздоровления «Детка»; Лев Даватор, советский военный деятель, генерал-майор, герой Советского Союза. В этот день родился также Евгений Драгунов, советский конструктор стрелкового оружия; Елизавета Глинка, российский общественный деятель, правозащитник; и Синди Кроуфорд, американская супермодель, актриса, телеведущая. Именины сегодня у Александра, Алексея и Петра. Мы все хотим успешную и процветающую страну на много поколений вперед. И для этого важен в том числе институт лидерства. Потому что лидеров, готовых брать на себя ответственность, принимать решения, становиться авторитетом в своем сообществе и вести коллектив за собой, нужно воспитывать и обучать. Сегодня в нашей студии Ратибор Алексеев, ученик 8 класса городской классической гимназии. Он разработал кодекс ребенка, если я не ошибаюсь, да, как-то так я это назову. Доброе утро, Ратибор. Доброе утро. Поподробнее расскажи, что за кодекс правил и обязанностей детей.
Этот кодекс я создал, потому что выяснил, что у детей нашего времени недостаточно юридических прав, вернее, знаний. Они не знают свои права, обязанности, ответственность. Из-за этого они не смогут себя защитить в будущем. То есть вот так сразу, вот, представляешь, что подумал, что юридически... Есть проблема, есть решение. Да. Можно мы посмотрим твою Да, работу? Это вот такая книга, да, мы видим, дорогие друзья, обратите внимание, вот так это выглядит. Итак, давай поподробнее теперь, да, как пришла идея, кто тебе в этом помогал? Наверное, ты не просто так утром проснулся и решил составить такой интересный справочник. Идея ко мне пришла, вернее, идею мне подсказала моя первая учительница Чина Анна Александровна, а уже помогала с самим кодексом мой классный руководитель Кобзякова Александра Олеговна. Она юрист и филолог, поэтому она может исправить как грамматические ошибки, так и юридические. Ну, вообще, как долго над этим ты трудился, и какие, может быть, проблемные моменты можешь отметить, где, в какой момент было труднее всего? Я начал создавать кодекс еще в 4 классе, и на протяжении всего этого времени, с 4 класса по сегодняшний день, я дорабатывал свой кодекс, изменял его. Было несколько кодексов, это самый последний кодекс. Самый свежий. Ну вот, допустим, дорогие друзья, позвольте мне прочитать, да, статья 15. Ребенок имеет право на труд и его оплату. В скобочках зарплата. И далее, значит, идут вот такие иллюстрации и комментарии. То есть вот то, что понятно ребенку, да, когда он может работать со скольки лет и в каком случае он имеет право получить за это такое денежное вознаграждение. Все расписано, и самое главное, все расписано именно языком ребенка. Очень удобная информация, и мне даже самой интересно, вот, знаешь, пролистать. Не все, оказывается, статьи знаю даже я. Узнать, узнать, какие права у меня раньше были. Да. Вот. Но все-таки самый трудный момент работы над этим кодексом в чем заключался? Самый трудный момент, то, что нужно выявить из кодекса все нормы права, которые для детей. Надо переформировать их в детский и понятный для них язык, и также добавить комментарий, чтобы было еще более понятно. Это было самое сложное, это было на протяжении всего создания кодекса. Молодец какой. А у меня сразу возникает вопрос, кем ты хочешь стать? Я еще не определился, но, скорее всего, стану юристом. Логично. Логично, Я да? не сомневался. И будешь отстаивать, наверное, права детей, скорее всего, да? Да. Да. Ну а прямо сейчас короткая пауза, мы после нее вернемся, продолжим разговор с тобой разговаривать. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами. Доброе утро, в эфире новости. Правительство утвердило сроки проведения эксперимента по внедрению таможенного мониторинга. Практика мониторинга уже применяется в налоговой сфере и позволяет снизить количество проверок бизнеса. Теперь эта практика будет опробована и в таможенной сфере. Эксперимент будет носить добровольный характер. В нем примут участие уполномоченные экономические операторы и резиденты промышленных кластеров, пояснили в Кабмине. Суть эксперимента в том, что сверка таможенной декларации происходит в автоматическом режиме с помощью единой информационной системы. Зампред правительства республики Ольга Балабкина предложила направить в Ленский район бригаду мобильных докторов. Одним из актуальных вопросов на отчете правительства Якутии в селе Батамай Ленского района стала обеспокоенность местных жителей доступностью медпомощи. Там проживают около 200 человек. Жители Батамая внесли предложение о строительстве ФАПа. Сейчас один фельдшер обслуживает 2 села. Чтобы решить эту проблему, вице-премьер правительства Якутии Ольга Балабкина предложила направить мобильную бригаду врачей. По ее словам, такой подход успешно применяется в арктических районах республики. Параллельно с Министерством здравоохранения будет решаться вопрос обеспечения Ленского района узкими специалистами. В Якутию вернулись 6 участников специальной военной операции. Их встретил постоянный представитель республики при президенте Российской Федерации, первый заместитель председателя правительства республики Андрей Федотов. Часть из прибывших была призвана в ходе мобилизации в сентябре. Военнослужащие прилетели в отпуск и планируют провести время со своими родными и близкими. Военнослужащим вручили якутские ножи, которые были изготовлены специально для участников специальной военной операции по инициативе главы республики. Я думаю, вижу, что вот наши воины отличаются тем, что они действительно становятся настоящими бойцами,
за достаточно короткий период пользуются высоким авторитетом и в солдатских коллективах, и среди командиров. Даже есть уже некий такой сформированный имидж наших якутских воинов. С якутянами хотят служить другие солдаты и с удовольствием идут в те подразделения части, где наших ребят много. Прием заявок на международную волонтерскую премию «Мы вместе» стартовал в Ростове-на-Дону, где проходит общероссийский семинар для команд региональных волонтерских штабов. В этом году в премии появились новые номинации. В частности, будут поддержаны лучшие проекты в сфере наставничества. Победители конкурса получат грант на реализацию проекта до 3 миллионов рублей, бесплатное путешествие по России, информационную поддержку и многое другое. По данным организаторов, подать заявку на премию могут российские и иностранные граждане старше 14 лет, НКО, учреждения представителей бизнеса и медиасферы, реализующие общественные инициативы. Общий грантовый фонд премии составляет 90 миллионов рублей. Актер фильма «Не храните меня без Ивана» получил награду за лучшую мужскую роль в Башкортостане. Как сообщили в кинокомпании «Саха-фильм», Анатолий Чичахов получил награду за лучшую мужскую роль международного кинофестиваля «Свой путь». Помимо этого, ему вручили диплом кинофестиваля за следование своему пути в кино и жизни. Сам фильм получил спецдиплом жюри конкурса игровых полнометражных фильмов, в котором борьба шла между 6 картинами из Греции, Норвегии и других регионов России. Это вновь «Утро Якутии». До ухода на небольшую паузу мы говорили с нашим утренним гостем. Это Радибор Алексеев. Он является учеником 8 класса городской классической гимназии. А пришел он сегодня не просто так. Ведь именно этот мальчик является автором вот такой замечательной книги, которая называется «Кодекс прав и обязанностей детей». Собственно, для детей. Ратибор, ну вот мы уже, пока была пауза, мы немножко пролистали, да, посмотрели кодекс и заметили, что он еще и адаптирован под региональные особенности. То есть под какие-то вещи, которые только в Якутии, допустим, используют. Ну, вот, к примеру, вот статья, да, 9 мы посмотрели, что сама статья «Ребенок имеет право на имя, отчество и фамилию», и сразу комментарий, что именно в Якутии родители имеют право присвоить ребенку фамилию или отчество в соответствии с национальными якутскими обычаями. То есть все равно ты делаешь какой-то, ну, вот, ориентир на местные устои, скажем так. Да, делаю. Таких статей там несколько. То есть ты изучаешь, получается, и кодекс Российской Федерации, в том числе и нашей республики, можно сказать так, да? Двойную работу проводишь? Да, 2 кодекса изучал. Вот мы уже спрашивали тебя о том, кем ты хочешь стать, когда вырастешь, ты пока ориентируешься на юридическое направление. Тем не менее, сегодня вот ты пока учащийся школы. Какие предметы тебе больше всего нравятся? Чем ты помимо вот этой работы еще занимаешься? Я увлекаюсь математикой, учусь на 4,5. Молодец. А спорт? Я занимаюсь дзюдо, уже 7-й год, у меня оранжевый пояс. Вот так. То есть, что ни спроси, везде какие-то такие хорошие достижения, да? Как ты считаешь, вот откуда в тебе вот столько всего для успешного будущего? То есть ты и умен, мы видим, и ведешь вот общественную работу, и спортом-то занимаешься, и 4-ки, 5-ки. В чем твой успех? Секрет успеха в упорстве и... Да, секрет успеха в упорстве. Только вот твое упорство и дает тебе, да, такие возможности все доводить до конца, да? Да. Да, и в этом есть как бы логика, потому Да. что иногда нужно просто бить в одну точку, и Хорошо. все получится. А у меня сразу вопрос. Это вот единственный экземпляр или ты уже в продажу выпустил? Это только единственный экземпляр. Ну, а хотелось бы? Планируешь, что дальше? Планирую сделать в электронном виде данный кодекс. Чтобы дети могли иметь его у себя в телефоне и в случае чего достать, вот так и сказать, а я знаю свои права. Я свои права знаю. И опять же, современненько, электронный вид. Ратибор, спасибо большое. Ну, желаем дальнейших успехов, во-первых, в всех твоих делах и в спорте, и в учебе. И, конечно же, чтобы вот этот запал общественно полезной работы в тебе не пропадал никогда.
Ну, а мы продолжаем. Отпечаток носа – новый способ идентифицировать домашнего питомца. Раньше это делали в основном с помощью чипов и татуировок. Но одна южнокорейская компания все упростила. Как оказалось, узор на носу собак и других животных уникальный, как отпечаток пальца у человека. Нужно всего лишь просканировать нос собаки с помощью камеры мобильного телефона через приложение AnyPuppy. Система использует биометрию и искусственный интеллект. Точность идентификации 99,9%. Компания сотрудничает с южнокорейским правительством с 2019 года. Технологию хотят сделать официальным методом учета собак в стране уже в следующем году. Для этого создадут полную базу отпечатков. Впервые Южная Корея начала официальную регистрацию собак в 2007 году. Владельцы обязаны либо получить документ на собаку, либо вживить ей микрочип. Принято считать, что брачный договор гарантирует супругам соблюдение их интересов в случае развода. Но эта защита не стопроцентная. В России действует норма, по которой одного из супругов нельзя оставлять при разводе в крайне неблагоприятном положении. Разбираемся вместе с нашим юристом, что понимается под таким положением, как правильно составлять брачный договор и чего в нем нельзя указывать. Доброе утро, дорогие телезрители. У нас практически наступила весна, и пока она не совсем вступила в права, давайте поговорим о доверии. О доверии как своей второй половине, а именно о заключении брачного договора. Что такое брачный договор? Это соглашение между супругами для установления порядка совместной собственности на имущество или порядка содержания. Нужно помнить, что совершенно негативные условия для одного из супругов мы предположить не можем в брачном договоре. Это оспаривается в суде. То есть мы не можем написать, что все имущество, нажитое в совместной собственности, будет принадлежать только одному супругу. Это нарушает его права. Что мы можем установить? Мы можем установить определение в своем праве обязанности по взаимному содержанию, то есть что супруг обязуется содержать вторую половину в каком-то определенном финансовом эквиваленте, способ участия в доходах друг друга, то есть каким образом распределяются расходы в семье, определить имущество, которое перейдет к одному из супругов при расторжении брака. То есть это все мы можем предусмотреть. Неимущественные отношения супругов в брачном договоре не прописываются. Также мы не определяем порядок общения с детьми, мы не можем ограничить в обращении в суд, мы не можем ограничить в иных правах вторую свою половину. Это все, к сожалению, к российскому законодательству неприменимо. Что нужно знать о брачном договоре? Нужно знать, что он заключается обязательно в письменной форме, удостоверяется нотариально. При заключении брачного договора необходимо информировать кредиторов. Почему? Потому что мы обязаны проинформировать кредитора о заключении, расторжении, изменении брачного договора, потому что это влияет на его право требования к вам. Например, если я заключила кредитный договор, не уведомив банк о том, что у меня есть брачный договор, то есть у меня идет другой порядок распределения совместно нажитого имущества, этот брачный договор не действует на обязательства по выплате задолженности супругам по задолженности по кредиту. Почему? Потому что банк, заключая со мной договор, не был информирован о том, что у нас другой порядок совместной собственности и имел в виду, что мы оба будем отвечать по задолженности. Если в брачном договоре четко прописано, что кредитные займы, которые будут взяты на нужды развития бизнеса одного из супругов, это его задолженность, или будут взяты одним из супругов, это его задолженность, то в последующем никаких требований и притязаний на имущество, которое нажито совместно, но брачным договором отписано одному из супругов, банк иметь не будет. Это нужно просто обязательно учитывать. Если понятие брачный договор не новое и уже знакомое многим россиянам, то словосочетание «единый налоговый счет» пока многим еще не знакомо. Новое понятие, появившееся в обиходе россиян с этого года, призвано упростить жизнь налогоплательщика. Суть его в том, что все налоговые обязательства можно оплачивать единым платежом. Однако, как предупреждают эксперты, на начальном этапе внедрения новой системы могут встретиться с некоторыми сложностями. Как их избежать и что нужно делать в первую очередь, узнаем в нашем следующем материале. Предприниматель Сергей Дворичанский пришел в налоговую разобраться, почему заблокировали расчетный счет его строительной фирмы. И в большинстве случаев подобные ситуации происходят из-за несоблюдения сроков отчетности или несвоевременной сданной декларации.
А с этого года для налогоплательщиков все станет проще. Платить налоги нужно будет одним платежом и в единый срок – 28 числа каждого месяца. Единый налоговый счет придуман для того, чтобы налогоплательщики не путались, куда платить, да, какую сумму оплачивать. Для этого придумали единый налоговый платеж. Через личный кабинет подтягиваются все реквизиты. И вам необходимо только указать сумму платежа, например, из личного кабинета. И потом эту сумму через уведомление, которое вы подаете, распределить по взносам, по которому срок приходит уже 28 февраля. Разбираться в спорных моментах, как говорят специалисты, тоже станет проще. Исключены ошибки. Если раньше у нас тоже были ошибки, и мы потом месяцами ходили и искали эти наши неправильно оплаченные налоги из-за того, что мы неправильно оформили платежку и искали, потом делали зачеты, то сейчас эти ошибки исключены. Некоторых смутил тот момент, что в едином реквизите указана Тульская область. Как объяснили налоговики, это связано с тем, что именно там проходила апробацию новая система. И люди сейчас даже беспокоены тем, а почему мы платим в Тулу, если все уйдет туда, а в наш бюджет республики родной ничего не придет. Нет, просто поменялся реквизит. А распределение налогов как было. Местные туда, республиканские туда, федеральные туда, это так и осталось. Несмотря на то, что нововведение имеет явные преимущества, сложности в первое время его внедрения все же будут. И это связано в первую очередь с техническими моментами. Например, у нас есть случаи, когда сальдо в едином налоговом счете некорректное. То есть, на самом деле, у предпринимателя нет долгов, а там может быть висеть долг. Но очень хорошо, что именно у нас, по крайней мере, именно у нас, я не знаю, как в других регионах, именно у нас эти проблемы решаются очень быстро. Может быть, для какого-то предпринимателя это сложно, но поскольку мы уполномоченные компании обслуживают много компаний, да, и они сидят как бы прямо на поле впереди, они эти вопросы решают очень быстро, потому что налоговый орган прекрасно понимает, что эта проблема должна быть решена здесь и сейчас. И поэтому налоговики призывают предпринимателей сверять свои данные с тем, что есть в базе данных налоговой службы. Для того, чтобы плательщикам узнать, есть у них задолженность, есть переплата, да, можете обратиться в налоговый орган. Желательно это сделать до 1 марта. Сейчас идет актуализация базы данных. Предприниматели, как правило, всегда выступающие за устранение бюрократических препонов, по большей части воспринимают нововведение позитивно. Я думаю, это очень удобно будет, во-первых, для предпринимателя, потому что у него все счета привязываются к одному счету, и не нужно занимать большое время на именно отслеживание каких-то счетов, где-то налоги где-то скопилось, где-то что-то пропустил, не оплатили. Бухгалтеры же предприятий высказывают осторожный оптимизм и активно изучают новые правила расчетов. Ведь даже эксперты называют происходящие изменения в налоговой системе революционными. Как любое изменение, оно всегда встречает какое-то препятствие. Но я думаю, что в принципе, если подумать на будущее, да, то через полгода, наверное, люди привыкнут, бухгалтера привыкнут, и система должна заработать. Государство временно установило мораторий на принудительное взыскание задолженности. Пока не будут проведены все сверки с налогоплательщиками, штрафы и пени начисляться не будут. До этого времени предпринимателям нужно освоиться и научиться правильно формировать отчетность и привыкнуть к новому сроку уплаты налогов. А в будущем же главным плюсом перехода на новые отношения станет отсутствие проблемы переплат и недоимок. Туяра Филиппова, Виктор Дичковский, Якутск. Полезная информация, особенно для юридических лиц, это действительно, мне кажется, упростит жизнь многим людям. Можно будет проще платить налоги, а, соответственно, что? Нормализуется сон. Сон? То есть спокойствие. Ну, как бы, а что, столько лет вот тут в голове у нас заплати налоги, что делать? Спи спокойно. Ну вот давай проговорим по теме спокойствия. Успокоительные, вот это все нет. Надо заплатить налоги. Заплати налоги. Ну и тема спокойствия продолжается. И вообще финансовые темы. Да, потому что зачастую теми людьми, кто больше всего заставляют беспокоить взрослых, это, конечно, наши дети. И, наверное, ты, как отец, встречался с ситуацией, когда ребенок в магазине, на кассе начинает устраивать истерики, хочу вот это. Что ты в этом случае делаешь? У меня такого не бывает. У тебя такого не бывает? У меня низкий тембр голоса, и я могу говорить слово «нет». То есть ты очень жестко говоришь «нет». И глаза «нет», делаю вот так. И все тебя слушают? Не все. Но я просто потом убегаю, все.
Ну, собственно, вот про эту тему мы поговорим с нашей постоянной рубрики «Финансики», потому что что такое семейный бюджет, нужно объяснять с малых лет. Знаешь, о чем я мечтаю? О чем? Я хочу новый телефон, а еще компьютер последнего выпуска. Проша, у тебя же есть телефон и компьютер. Да, но они уже старые, а новые круче. Дети, я принесла для нас книгу из библиотеки. Давайте вместе посмотрим. Тут рассказано о семейном бюджете. Семейный бюджет? А что это такое? Семейный бюджет – это деньги, которые мы, родители, получаем за работу и приносим домой. Все эти деньги мы тратим на еду, одежду, электричество и еще на летние поездки на море. На что мы еще тратим деньги? А мы недавно ходили в кино. А еще в парке катались на аттракционах. Правильно. Но если не планировать расходы заранее, то нам бы не хватило на все это денег. Не хватило бы? А планировать это как? Смотрите, прежде всего мы откладываем деньги на обязательные траты из нашего семейного бюджета. Обязательные траты – это от слова «обязательно»? Совершенно верно. Их избежать не получится. А что это за траты, которые невозможно избежать? Это, например, оплата за свет, за воду, за тепло, ваши карманные деньги, интернет и, конечно же, продукты. А если я хочу новый телефон? А еще компьютер. Чтобы купить новый телефон и компьютер, Проша, надо планировать. Планировать? Ты можешь сам запланировать покупку. Правда? Конечно, вы можете тратить не все деньги, а откладывать часть на запланированную покупку, как мы с папой копим на наш летний отдых на море. То есть я сам смогу купить себе телефон? Конечно, Проша. У тебя обязательно получится. Вот, собственно, такие вот правила финансовой грамотности для детей. Это вообще это правильно, потому что в нашей стране долгое время была проблема именно отсутствие финансовой грамотности у населения, а сейчас, если с малых лет обучать, прививать вот эту историю всю, это будет выращено какое поколение финансово грамотных людей, что как бы скажется и на благосостоянии конкретно каждой семьи человека и страны в целом. Но мы, между тем, напоминаем про то, что у нас объявлен розыгрыш. Розыгрыш. Да, можно получить вот этот вот пригласительное на +1, ну, победители +1 на финальной съемке финального выпуска шоу «Танцуй». Ну, я так думаю, что в финале нас в любом случае будет ждать что-то невероятное. Выступления, мне кажется, будут фееричными. Ну и, конечно, самая главная интрига. Кто же станет победителем нашего проекта «Танцуй». Да, ну а сегодня главная интрига, кто же станет победителем нашего розыгрыша. Нужно ответить всего лишь на один вопрос. Он у нас есть в Телеграме. Зайти в Телеграм вы можете по ссылке, которую видите вот где-то тут под моим лицом. Там еще есть QR-код, его можно отсканировать смартфоном и попасть сразу в наш Телеграм-канал, подписаться, оставить свой вариант ответа. А вопрос звучит следующим образом. В Майами в 1988 году был установлен мировой рекорд по самой длинной линии танцоров. Какой танец они исполняли и сколько человек в нем приняли участие? Все достаточно просто. В Телеграме свои ответы оставляйте. Если будет он правильным, вы получаете право прийти уже вот в ближайшее воскресенье на финал проекта «Танцуй». +1 с собой человека, друга, подругу привести, посмотреть. Это будет незабываемо в любом случае. Ну, вообще, я думаю, Паша, наверное, многие участники нашего проекта «Танцуй» обращаются именно к звездам. Наверное, сидят и смотрят, что же меня ждет на этой неделе. Удачное, неудачное, разочарование. Возможно, будет все-таки какое-то яркое событие. И вот, наверное, сидят и мониторят гороскоп. Да, иногда можно в гороскопе прям встретить строчку, что девы на этой неделе вы обязательно выиграете шоу «Танцуй». Давайте узнаем, что же звезды сулят нам на этой неделе. Овен.
Конец февраля скажется на вас. У вас есть потребность испытывать сильные эмоции и склонность к флирту, и вам трудно сопротивляться. Помните, однако, о чувствах вашего партнера. Они не хотят быть обделенными и, возможно, не сообщают о своих потребностях открыто. Телец. Вы, наверное, в каком-то упадке. Пройти обследование не помешает, просто для собственного спокойствия. Одевайтесь по погоде, так как на этой неделе вы рискуете простудиться. Также постарайтесь позаботиться о своих друзьях. Близнецы. Эта неделя означает для вас процветание. Вы воплотите свои планы в практические действия, окажетесь в центре внимания и покорите многих людей, которыми стоит дорожить. Кто-то также сделает вам очень многообещающее предложение на этой неделе. Рак. Приготовьтесь к неожиданному, хотя и очень позитивному повороту на работе. Ваше чувство ответственности и наблюдательность заработают очки у вашего босса в решающий момент завершения проекта. Следуйте своей интуиции, она вас не обманет. Лев. Вы прекрасно знаете себе цену, так что не бойтесь на этот раз ставить четкие границы. Сделайте ставку на собственное счастье. Кроме того, рядом с вами будут понимающие весы, которые охладят ваши взбудораженные эмоции и серьезно выслушают вас. Дева. Вам предстоит довольно сложный жизненный поворот на пути любви, но вы справитесь с ним благодаря врожденной потребности в контроле. Вы не слишком легко поддаетесь сиюминутным страстям, так что на этот раз это может оказаться действенным. Однако ситуация немного затуманит ваши мысли, поэтому не забывайте заботиться о себе в свободное время. Фильмы и книги на веселые темы зимними вечерами будут кстати. Весы. Немного такта не помешает, хотя это и не ваша сильная сторона. Ваше внутреннее равновесие будет нарушено множеством обязанностей, от которых вам поначалу будет трудно выпутаться. Если вы сосредоточитесь на приоритетах, вы выработаете свой ритм. Лев и Стрелец послужат вам советом и крепким плечом. Скорпион. Вскоре может случиться так, что ваши решения повлияют на работу всей команды. Это большая ответственность, но она доставит вам большое удовольствие. Не забывайте, что слушать добрые советы добрых к вам людей – не показатель слабости. Не упускайте моментов полных страсти, ведь скука и предсказуемость не для вас. Стрелец. Беззаботный подход к своим обязанностям доставил вам немного хлопот, и пора выбирать на время – работа или здоровье. Несомненно, второе, но не бойтесь, первое не потеряете. Наоборот, забота о себе во многом будет способствовать успеху в вашей профессиональной жизни. Не игнорируйте Водолея, ведь знакомство с ним может принести вам прибыль, а сопровождать вас будет счастливое число 5. Козерог. Ваше честолюбие и мудрые продуманные решения окупятся на работе. Вы заслужите благодарность. После минут меланхолии жизненные силы и энергия вернутся с удвоенной силой, что подтолкнет вас к новым впечатлениям. Вокруг вас кружат два тельца. Будьте осторожны. Один хочет вам помочь, а другой что-то замышляет. Водолей. У вас есть потребность в постоянном развитии и удовлетворении от работы для вас больше, чем просто финансовое удовлетворение. Приближающийся конец февраля будет для вас благоприятен в этом плане, так что хватайтесь за шансы, которые выпадут на вашем пути. А их будет много. Не бойтесь принимать смелые решения. Рыбы. Конец этого месяца – ваше счастливое, энергичное и блаженное время. Надлежащий расчет, настойчивость, планирование времени, сосредоточенность и внимание возымеют эффект, если вы будете придерживаться своих предыдущих решений. У вас есть возможность весело провести время вдали от повседневных проблем, так что не стесняйтесь и говорите «да». Ну, как говорится, конечно, на гороскоп надейся, а сам не плашай. Тем временем последние 30 лет модная индустрия вела активную пропаганду за худобу, а всевозможные фэшн-эксперты даже вывели стандарт красоты 90-60-90. Но что делать тем, кто далек от этого идеала? Во-первых, расслабиться и перестать гнаться за навязанными параметрами. А во-вторых, признать этот факт, что каждый человек прекрасен таким, какой он есть. А как скорректировать фигуру, подскажет наш стилист. Доброе утро, дорогие зрители! Меня зовут Бронислава Мэй, я персональный стилист. И сегодня в нашей рубрике «Рекомендации от стилиста» мы с вами обсудим стилевые приемы и коррекция фигуры. Очень популярная тема для девушек, которые хотели бы скорректировать свою фигуру, добавить акцентов, вытянуть свой силуэт и, конечно же, использовать свой гардероб максимально эффективно. Первый и самый простой способ вытянуть свой силуэт – это использовать вещи в одной тональности, монохромные вещи. Например, здесь у нас с вами все в светлой тональности, а также в данном образе хорошо будут смотреться светлые сапоги, которые будут заходить под юбку. Тогда зрительно наша героиня будет еще выше и красивее.
Всегда обращайте внимание на то, какая из частей тела является вашей высшей объемной точкой. Именно туда старайтесь добавлять вещи, которые вытягивают силуэт. Например, такой свитер отлично подойдет для девушек с объемным бюстом и отлично вытянет ваш силуэт верхней части. Такие брюки хорошо будут смотреться для девушек, которые хотят вытянуть рост. Вы можете носить эти вещи вместе, у вас получится отличный аутфит для офиса. Добавьте бежевые лодочки, и вы будете выглядеть неотразимо. Такой костюм просто идеальный для любого типа фигуры, потому что он зрительно вытягивает ее и также здорово корректирует. А именно с такими брюками ваши ноги будут просто невероятной длины. В визуальной зоне старайтесь подбирать те цвета, которые отлично подходят под цвет ваших глаз или цвет волос. Также обязательно используйте аксессуары. Здесь у нас голубой топ в сочетании с черным жакетом и с трикотажем. Здесь у нас использован прием контрастности. За счет того, что мы расстегиваем жакет, зрительно у нас опять же вытягивается наша визуальная зона. Этот вариант отлично подойдет для девушек в плюс-сайз или в типе фигуры прямоугольник или треугольник основанием вниз. Также для коррекции фигуры идеальный предмет гардероба – это жилет. Вы можете выбрать жилет как черный контрастный, так и светлый в сочетании с разными футболками, лонгсливами или блузками. Именно жилет помогают легко и быстро вытянуть силуэт и подходит опять же для любого типа фигуры. Мы комбинируем жилет как с джинсами, так и с классическими брюками-дудочками. Можете сочетать его с похожими цветами или определенно контрастными. Лучший вариант для коррекции фигуры – это правильно подобранное платье. Платья бывают разные, но есть один из вариантов, который можно назвать универсальным. Это платье с запахом или платье с завязкой по центру. Именно такая завязка помогает скрыть нюансы живота, вытянуть силуэт, подчеркнуть талию. Здесь я рекомендую расстегнуть пару пуговиц для того, чтобы подчеркнуть шею, потому что демонстрация самых тонких частей тела является лучшим способом для того, чтобы сделать свой силуэт более воздушным и женственным. Мы уже слышали много историй про маленькое черное платье. Я как стилист рекомендую каждой девушке выбрать свое платье. Не обязательно маленькое, потому что длина миди и макси также идеально подходит для черного платья. В черном платье самое важное – это правильная посадка, и также важно качество материала, из которого оно выполнено. Именно платье из плотной ткани идеально подходит для разных типов фигуры. Выбирайте платье, которое будет полуприлегающего фасона, так, чтобы между вашим телом и изделием оставался воздух. Тем временем время нашего прямого эфира стремительно летит, я бы сказала, вперед. И самое время объявить победителя нашего розыгрыша. Да, напомню, что разыгрываем мы сегодня, опять же, право присутствовать уже на финале, да, в финале проекта «Танцуй». В зале с собой взять товарища, подругу, плюс один. Это пригласительное распространяется. Вопрос был следующий. В Майами в 1988 году был установлен мировой рекорд по самой длинной линии танцоров. Какой танец они танцевали, сколько человек в этом танце приняли участие. И у нас есть правильный ответ. В Майами, значит, танцевали кубинский конго. И приняло участие в этом танце 119 986 человек. Первой с точностью до человека ответила некая Вера. Мы с вами свяжемся. Перед ней была Любовь, но она написала почти 120 тысяч человек. То есть Вера просто добавила конкретики в цифрах. Да, ну я думаю, информацию эту найти было несложно. Но самое главное, нужно было просто быстренько ее скинуть в наш телеграм-канал. Поздравляем вас, Вера. Вы становитесь практически участником проекта «Танцуй», потому что вы будете присутствовать на финальном шоу. Да, и вживую увидите одну из пар финалистов, которые сегодня у нас в гостях. Это Оксана Им, Александр Осипов. Здравствуйте. Доброе утро. Ну что, да, финалисты, как вообще ваш настрой и на сегодняшний день над чем работаете? Ну, на сегодняшний день мы работаем как раз-таки над финалом. Ставим уже, есть какие-то задумки насчет финала, танец выбрали и его немного дорабатываем. Ну, то есть у вас технические моменты остались? Да, да. А в плане, допустим, прокачки как-то настраиваетесь конкретно на победу или все-таки отпустили этот момент, Оксана? Нет, конечно же, только на победу. Так как мы работаем, почти месяц длится уже проект, и, естественно, сдаваться нельзя. Ну, вообще, как в телепроект вы оба два попали? То есть как это было?
У некоторых мы, потому что с многими участниками разговаривали, кому-то там позвонили чуть ли приходи обязательно, кого-то немножко так. Мне позвонил там товарищ, сказал, потанцуй на сцене, оказался я в проекте. Как у вас это произошло? Ну, у меня произошло это спонтанно. Мне просто позвонили и сказали, Александр, давайте вы будете участвовать, у нас не хватает партнеров. Я такой, ну почему нет? Как бы молод, можно себе позволить, почему? И сразу же согласился, пришел. Тем временем делать? Оксана работала спокойно. Я спокойно сидела, работала, ничего не предполагала. И в один тоже прекрасный момент мне просто-напросто позвонили и сказали, надо участвовать от нашего предприятия, все, не подведи. И таким образом я стала участником проекта. Ну, Оксана, многие телезрители и вообще зрители этого проекта говорят о том, что вот вы являетесь как будто бы профессиональным танцором. И это очень много обсуждается. Ну, действительно, мы сейчас увидим ваше выступление. Для тех, кто не следит за этим проектом, есть возможность посмотреть сейчас, да. Вот давайте развеем этот миф или все-таки подтвердим, что у вас есть или нет это образование, я бы сказала. Да, я с детства занималась бальными танцами, но это было года 2, с 6 до 8 лет. Ну, давно. Но, да, очень давно. Потом, естественно, чуть позже я стала заниматься хореографией. Ну вот лет уже 20 я не занимаюсь вообще ничем. Итак, дорогие друзья, 20 лет Оксана не танцует. То есть, можно сказать, практически, ну, вы уже подзабыли, наверное. После юбилейного перерыва, я бы сказал, ворвались в танцевальный мир снова. Но вот смотрите, ладно, когда человек танцует сам, у вас пара. Что самое важное, как наладить связь вот в паре? Наладить связь в паре, ну, только тренировками. Приходишь, говоришь, давайте тренироваться, и все, само получается. Находишь общий язык, и у вас общая цель, общее дело, ничего другого нет. Да, мы вообще естественны. На самом деле, я когда вот пришла, познакомилась с Сашей, он такой молодой, видно в глазах такое желание участвовать, танцевать. И, естественно, мы так вот как-то нашли общий язык. Одинаковые стремления. Но вот, в принципе, ну, Александр выступает в качестве профессионального танцора, Оксана как человек непрофессиональный, был опыт когда-то. Тем не менее, я так понимаю, что все равно был опыт раньше когда-то каких-то выступлений. И вот у вас обоих хочется спросить. Одно дело выступать где-то, может быть, на сцене, другое дело в формате телепроекта. Есть ли разница? Если да, то в чем она заключается? Конечно, есть. Разница в том, что в телепроекте это работа больше на камеру, но когда выступаешь на живую, в каких-нибудь соревнованиях, то это, конечно же, большие стадионы, зрители, там, не знаю, и ты работаешь именно на зрителей, эмоции, все это направлено только на зрителя, и потом только судьи уже оценивают это. А тут, конечно, на камеру. А что касаемо вот все-таки голосования? Вы считаете, что зачастую все-таки вот количественное соотношение это и есть правда? Ну, то есть вот есть оценка вашего труда? Или просто где-то родственники поленились, возможно, не скинули за вас свой голос, либо коллеги? Или вы все-таки считаете, что вот те оценки, которые вы получали на протяжении всего проекта, ну, те голоса, а это и есть оценка вашей работы? Ну нет, конечно же, это, во-первых, оценка. В какие-то дни явно голосование было более спокойное. То есть, видать, там немножко схалтурили. Болельщики ваши, да? Вот, а так это реальные цифры. Ну вот по поводу жюри мы тоже у всех участников спрашиваем, как вот относитесь именно к оценкам жюри? То есть, есть ли, может быть, какие-то вопросы все-таки к ним или нет? Они жюри, они лучше знают. Некоторые моменты, конечно, есть, которые где-то, может быть, там, ну, думаешь, ну, я бы оценил так-то, по-другому, например, да. А в большей степени, ну, конечно, это жюри, и их мнение как бы главное на проекте, это зависит от них, да, какое место мы займем. Конечно. А вообще, ну, конечно, один из главных вопросов, для чего вообще это участие вам было послано судьбой? Как вы думаете, что вас это, возможно, может, открыло, что-то изменило? Оксана? Ну, на самом деле мы привыкли жить в такой зоне комфорта, да, то есть вот работа-дом, и все. А вот это дало мне шанс некий, да, перебороть какие-то свои, скажем, может быть, комплексы,
именно вот из зоны комфорта выйти на камеру, работать, даже вот говорить, давать интервью, это на самом деле очень сложно. И когда ты первый раз пришел, ты не мог связать два слова, вообще реально я волновалась, говорю, как, что, а со временем уже, вот я смотрю, мне стало лучше получаться. Я решила, что, возможно, на ораторское какое-то искусство можно пойти, почему нет, да? А может быть, прийти телеведущей работать, да, почему бы нет? Может быть, я подумаю. А у Александра? Ну, в принципе, все то же самое. То есть для себя я открыл какие-то, ну, вот именно работу с взрослыми людьми. То есть я по большей части занимался только с детьми. То есть от 6 лет и там лет до 15. А так вот, чтобы со взрослыми людьми и ставить программу полностью за неделю, за маленький срок, на самом деле, это хороший опыт. И серьезная конкуренция такая, да, уже? Да. Ну, Александр, Оксана, желаем вам успехов, победите, желаем победы, конечно. И зрители дорогие, напоминаем, что в это воскресенье финальный выпуск, финальный эфир проекта «Танцуй». В общем, узнаем самую лучшую танцевальную пару, которую за этот месяц мы могли лицезреть в течение всех эфиров каждых. Ну а прямо сейчас передадим слово нашим коллегам из информационной службы. Они расскажут о последних новостях. Вы смотрите новости. Доброе утро. Должность советника по воспитанию появится со следующего учебного года в школах всех российских регионов с федеральной доплатой, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями была утверждена в школах 10 пилотных регионов страны 1 марта 2021 года. С 1 сентября 2022 года более 17,5 тысяч советников директоров школ по воспитанию приступили к работе. Новая должность появилась в школах еще 35 регионов. Точки роста появятся во всех населенных пунктах Абыйского района республики. Об этом сообщили в ходе отчетных мероприятий в районе. За последние несколько лет центры образования естественно-научной и технологической направленностей открыли в 5 школах из 7. В этом году он будет организован еще в одной школе. Работа ведется в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта образования. Основная цель таких центров – совершенствование условий для повышения качества образования. Количество безработных сократилось. Число зарегистрированных безработных за 2022 год в России уменьшилось на 30% и составило 564 тысячи человек. По данным секретариата вице-премьера России Татьяны Голиковой, средняя продолжительность поиска работы в стране на конец 2022 года выросла по сравнению с прошлым годом с 4,3 месяца до 4,6, за исключением случаев трудоустройства через модернизированные центры занятости населения. Среднее время поиска работы с помощью карьерных консультантов составила порядка 3,5 месяцев. В секретариате также добавили, что с марта прошлого года в 68 регионах России уровень безработицы по методологии Международной организации труда снизился, в 4 субъектах ситуация не изменилась, а в 13 регионах безработица выросла. В столице прошло открытое первенство города Якутска по дзюдо в честь бойца ОМОН Станислава Гломарева. В 2000 году в Рождество под чеченским селом Герменчук якутский ОМОН и СОБР Ульяновской области приняли неравный бой, попав в засаду ваххабитов на подходе к цехам трубного завода. Младший сержант Гломарев погиб, прикрывая товарищей с фланга. Это была его первая и последняя командировка. Вел память для участников спортивного мероприятия. Якутские ОМОНовцы продемонстрировали вооружение. Всего в первенстве приняли участие 12 команд. Из них 61 юноша 2007-2009 годов рождения и 29 девушек 2006-2009 года рождения. Целое мероприятие для улучшения популяризация дзюдо в республике. И плюс эти ребята попадут на Дети Азии. Можно сказать, одна из отборов. На этом все. Хорошего дня. Мы благодарим наших коллег за самые свежие новости. Ну а завершить наш эфир мы хотим добрыми новостями. В общем, это у нас традиция такая.
Ну да. Внук помог бабушке и дедушке стать интернет-звездами. Так, владельцы прачечной супруги Сю Шоэр и Чань Ваньжи из Тайваня в одночасье стали звездами интернета. А все из-за того, что их внук решил во время локдауна устроить им ряд фотосессий. Отметим, что пожилая пара имеют свою прачечную и занимаются этим бизнесом вот уже на протяжении 70 лет. И за эти годы у них собралось много одежды, забытой клиентами. В 2020 году во время локдауна из-за пандемии было очень много свободного времени. Поэтому их внук Риф Чанг предложил устроить фотосессию в прачечной, а для нарядов использовать те самые забытые вещи. Сначала супруги отнеслись к идее скептически, но потом решили попробовать. К удивлению Рифа, пожилая пара, естественно, держалась перед камерой. Бабушка излучала уверенность, а дедушка выглядел совершенно спокойным. Внук создал страничку в соцсети и разместил фото. Через 4 месяца у него было более 442 тысяч подписчиков. На одной фотографии фоном служили стиральные машины, на другой – химчистка. Пара комбинировала блузки, юбки, шляпы и брюки для создания образов. Риф рассказал, что бабушки с дедушкой пишут люди из разных стран мира. Клиенты приходят в прачечную и остаются там подольше, чтобы с ними поговорить. Супруги надеются, что благодаря популярности фото в сети сотни людей, оставившие вещи в прачечной, вернутся и оплатят счет. Так, впервые за 70-летнюю историю прачечной пришел клиент, сдавший белье много лет назад. Он забрал вещи и оплатил счет. Не перестаю удивляться тому, вот все гениально просто. И бывает, что вот та минута славы может резко изменить твою жизнь. Вот видишь, буквально несколько кадров, а жизнь-то как наладилась. Это все, мне кажется, можно назвать просто сила интернета непредсказуема и иногда невероятна. Ну вот пусть и жизнь у вас будет предсказуемая исключительно, но при этом невероятная и интересная, особенно в этот сегодняшний день понедельничный. Пусть он у вас пройдет отлично, а завтра мы вновь увидимся в этой студии. Доброго утра, отличного настроения и хорошего рабочего дня.